начальства делали все, чтобы они... Проходите во второй зал. Надо сюда пройти, потому что она... На базе, то есть на предприятии ОАО «Витебсмясомолпром» еженедельно проводились общественные мероприятия в виде выезда на шашлык. Жили они неплохо, жили обеспеченно. Но когда пришли на работу молодые кладовщики, которые в это время уже состояли членами профсоюза РЭП, то они увидели, что на предприятии творится безобразие. И об этом безобразии заявили руководству письменно, не единожды. А наведение порядка повлекло за собой отмену пикников. Следующее. Наведение порядка повлекло за собой отмену теневой прибыли. А в чем же состояла теневая прибыль? Например, одна из кладовщиц отправила целую машину, фуру, то есть 20-тонник с творогом в Россию. И при этом никаких товаротранспортных документов не осталось на складе. Эту машину догнали и забрали эти документы и привезли обратно. А если бы не догнали и не привезли, то значит недостача была бы повешена вновь на этих кладовщиков. И таким образом это теневой бизнес был. Хорошо организованной группой должностных лиц. Водители, экспедиторы, бухгалтерия и руководство, которое подписывало эти документы. Поскольку из территории базы без разрешения пропускной системы выехать было невозможно. Кто мешает им процветать? Правильно, вот сейчас, на сегодняшний день, мешает процветать только один. Эти члены профсоюза РЭП во главе с профсоюзом. Профсоюз защищает права рабочего человека, трудящихся. Профсоюз не молчит, а требует справедливости. А справедливость никому не нравится. Человека на работу не принимают, уволили по статье. На Мясомолпром ее и никуда не берут. А эту индексацию проводить. С чего? Это первое. Второе, что вот статья 400 Трудового кодекса есть. Там индексируется только сумма долга, а не упущенная выгода. А эта индексация, что она виновата, что в государстве инфляция идет? Первую индексацию рассматривала Светлана Владимировна Воротынская, раз. Вторым заявление об индексации суммы долга рассматривал судья Урбан, 2. Третьим рассматривала судья Гребенчук, 3. Первое рассмотрение отменено судебной коллегией Витебского областного суда. Второе определение отменено судебной коллегией Витебского областного суда. И третье определение оставлено в силе судебной коллегией и вышестоящими судами. Ну и вот сейчас мы выходим на 4-ю судью. Судья уже Алла Сергеевна Бордюкова.